Сәлем біттергале, қадірлі достар, я нахожусь на железнодорожной станции Шакша, встречаю Нафису. Помните, раньше, когда у нас закрылся Шакшинский мост, да, тут вообще капец, на этой станции было очень много народу, тьма тьмущая была, прямо толкучка такая сильная была, я даже репортаж снимала, помните или нет? Ну вот, короче, а сейчас, как Шакшинский мост открыли, достар, все, теперь здесь уже никого нету. Боже, так медленно прямо едет эта электричка, как будто какая-то гусеница, блин. Я думала, он очень быстро ездит. Вообще-то он быстро ездил, я не знаю, почему он так медленно прибывает. Что-то я не на тот перрон тут встала, походу дела. На ту сторону прибыл. Я думала, на мою сторону прибудет. Вот такая вот у нас электричка. Когда у нас Шакшинский мост был закрыт, вот такой электрички в 2 раза больше пускали, чтобы люди влазили. Вот и Нафиса приехала. Вот так вот каждое утро она на электричке приезжает, мы ее здесь встречаем. Ну, не мы, обычно Альберт встречает. В электричке она читает книжку, слушает музыку. Короче, отдыхает, расслабляется. Мы каждый день приезжаем на электричке. Электричка с Демы до Шакши едет 40 минут и стоит 40 рублей. Какой-то дубачок, мне вообще замерзла. А сейчас я похудела, я еще хуже начала мерзнуть. У меня руки мерзнут, ноги мерзнут. Вообще вся я мерзла. А раньше я вообще не ощущала холод. Вот и Нафиса. Привет. Привет. Чего теперь давай пораньше приезжай каждый день. Ой, еле проснулась, ну ладно. Почему еле проснулась? Сложно просыпаться. Меня больше рано надо вставать. Ты плачь, Нет, нормально. Нормально. Привет, Роза. Меня. Ты что, тоже на электричке ездишь, что ли? Нет, я иду в Шакшу. Шакшу? Че, как дела? Я думала, ты тоже на электричке ездишь. Утром только Ильяса видел на большой машине. Да, О, говори. пешком ходишь? Да. Машину муж не покупает. А у меня тоже вот не покупает машина. Садись, говорит. Давай, Нафиса, говорит, ты кто такая? Оказывается, многие до сих пор не знают, кто ты такая. Говорят, кто вам такая, Нафиса? Мен Нафиса, Милюша Пайдан видеомейкера. Вот, Сколько ты работаешь? Работаю уже полгода, кстати. Полгода человек выдержал. Да, мне очень многие говорили, типа, меня очень лично даже писали некоторые. Хин берайдан китасак. Вот так. Даже когда я делала опрос, сколько выдержит Нафиса, многие писали, через месяц она уйдет. Привыкнуть было тяжело, да. Вначале было сложно, но потом нет, потом уже все хорошо. Вот так вот. Даже у Нафисы есть своя комната, между прочим. Была бы моя воля, вообще я шатырнуман. Она не хочет. Айтам, я канракус. Там поближе ко мне где-нибудь сними квартиру. Нет, Дема, оказывается, ей нравится. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас будет на завтрак смузи от Азальки. Как готовите смузи, расскажите, пожалуйста, какие ингредиенты положите, да? Йогурт без ничего. Вот, йогурт без ничего. Без ничего это как? Это значит, что никаких вкусовых добавок там нет. Ну, я к тому, что, типа, есть же йогурты со вкусом, а это просто без вкуса. Ага. И потом? Потом киви и бананчик. Вот эта штука вообще прикольненькая, да, мне нравится, которая вот это блендер. Вообще мы его заказали на Озоне, доктор. Вот, ДКСП называется. Азалия закинула все туда фруктики. Теперь йогуртик добавим к фруктам. И все вот это мы потом перемешаем. И будет что-то очень вкусное. Пока еще не знаю, конечно, но... Нет, вкусное, вкусное. Тут от фруктов же сахар будет. А мне сахар нельзя. Это сахарозаменитель. Вот такой вот. Какой-то в пятерочке мы взяли. Фруктоза, кристаллическая, фруктовый сахар. Вот. Этим можно мне пить чай и кофе. Пока что сахар мне, доктор, нельзя. Представляете? Почему вот нельзя, я не знаю. И даже я даже не уточняла, сколько мне еще нельзя сладкого. Ну, блин, оказывается, организм требует охоты сладкого, блин. Да он пока вот это по этой спирали дойдет, полдня пройдет, блин. Так вкусно, да, Заря? Я что-то быстро попила, опять пить было. Ты адекватно можешь, нет? Я не могу контролировать, мне переполняется, надувается живот, желудок сразу. Интересно, от него в туалет ходишь, нет?
Ну раз йогурт и киви, и банан, да, ну всяко продрастаешься конкретно. Что аж так продрастаешься, что как станешь этот арбуз, блин. Сидишь на унитазе зеленый, как арбуз. Из-за смузи встать не можешь. Итак, короче, друзья, мы сегодня едем на консультацию к очень хорошему врачу, который лечит храп. Возможно, даже у нас будет операция на храп. Ой, операция на нос. У нас, потому что Альберт не только храпит, доктор. А, кстати, я перестала храпеть. Я перестала храпеть, да, Альберт? Ай, Полин, не слышно тебя? Да, прикиньте, я похудела и перестала храпеть, доктор. Ну вот, короче, Альберта мы хотим избавить от храпа. Не только от храпа, у него нос свисток. Короче, доктор, клиника, подписчик там, представляете, мы был да, пересадка волос. Такие был клиника. Кстати, был клиника, даже делают пересадку волос. Я никогда не видела еще. Давайте голову вашу снимем, посмотрим. Давайте сзади. Нет. О, прикольно. Еще вам не сделали, да, получается? Только начали. А что вам там начертили-то? будет, где будет, короче, сажаться. Будет волос, да, волосы начинаются Вы оттуда. решились это на пересадку волос? Прям так близко. А чего вы так боитесь, как женщины? Женщины боятся близко не снимая, оказывается, мужчины тоже боятся. Ну, решил помолодеть, поэтому. Помолодеть. Да, Смотрите-ка, мужчины, оказывается, тоже хотят помолодеть. Вот Поэтому- прикиньте, вы с а вы- волосами, наверное, вообще другой будете, да? Наверное, помоложе, где-то на 15 или на 20 даже. Да. Даже не знаю, наверное, скорее всего, да. А вы что решили здесь снять? А я пересадку буду бровей делать. Кстати, тут даже пересадку бровей делать, доктор. Нет, я шучу, я мужу привела. А, У а него у него- нос свисток. Свистит постоянно? Да, у него- Закипает, что ли, свистит начинает? Да, как чайник. Что такое, Харада? Это что такое, Нафисе? А За полгода. живот появился на Нафисянин, представляете? Офигеть. Так не позвонили? Плюс 7 килограмм. Плюс 7. Ты выходка на плюс 5, или уже плюс 7. Представляете? И даже еще с учетом того, что Нафися делала, уразу держала, Бирай. Представляете? И все равно плюс 7 килограмм. Вот так вот со мной связываться вообще опасно. Вы думаете, просто так, что ли, Альберт Химмерден? Это Альберт? Ну, у меня минус 10. Минус 10, а не. Я считаю, да, Альберт вообще дрыщ был. Кстати, сейчас покажу фотографию, какой он был до женитьбы на меня. Чего ты боишься, блин? Ну вот тебе уже операцию делать. Потом Хотовском будто боится, что ему прямо сейчас на месте операцию сделать. Айнур Фанусович, доктор, занимается вот этими ухо-горло-носом. Нет, тут два лазера, бесконтактный. Это как То есть идет луч, и происходит действие этого луча. Есть контактный лазер, который прикасаемся и режем, например, выпариваем, а это бесконтактный, то есть нет прикосновения со тканью. Что вас беспокоит? Свистит. Свистит? Да. Давно уже свистит? 2 раза. Хочешь, я тебе руку подержу, чтобы ты этот не боялся? Если, наверное, кто-то тановатым друган, наверное, ты просто не помнишь, блин. А больно ему было? Нет. Укольчики сделаем, все замерзнет, прооперируем, все, и можно идти домой. Тоже на операцию пришли, да? Да, А что за операция? нос хочу операцию. Нос хотите выпрямить? А что сложно нос не так? Не очень нравится. Нормальный нос у вас, что я не поняла. А, то, что вот это немножко горбинка, что ли? Да, да. Ага, офигеть. Че, а муж сказал, что ли, выпрямлять, нет? Нет, Ну, он как сами. раз таки против. Да? Сейчас сколько стоит такая операция? 50 тысяч, да? Угу, примерно, короче, 50 тысяч, доктор. Оказывается, выпрямление носа стоит. Вот так. Оказывается, Нафися уже шу, я всегда харалдай. Наверное, поэтому я ни с кем не встречаюсь, думаю. Мне раньше, короче, стеснялась рассказывать. Ну, типа, даже и торгай. Что, ты А сейчас, храпишь? да, а сейчас на всю Башкирию. Вот, это мини-школа. Да. Ничего нельзя стесняться. Оказывается, друзья, когда ты голодный, даже самые невкусные блюда, самые так себе противные блюда, кажутся офигительно вкусными. Представляете вы? Но хотя этот, я не скажу, что этот сырник невкусный, вы не подумайте. Очень даже прикольный. Я раньше вообще сырники не любила. Он для меня очень вкусный. Как будто вкуснее его ничего нет. Корочку убираю, вот это вот, и внутри только ем. Ну, конечно, то, что плохо, то, что сахара много. Раз, короче, мне много подписчиков писали, а чё, вы сейчас так мало едите? Вы же могли просто так на диету сесть и мало есть, и так, точно так же бы и похудели без операции. Ну, так вот, я хочу сказать, доктор, я же из-за чего пошла на операцию? Потому что, доктор, я не могу контролировать свой рот. Это мой рот бесконтрольный. Я не могу просто много есть. Вот, допустим, я вот этот сейчас 3 вот таких вот кусочка сожру,
И то мне надо очень долго его жевать. Подсасывать, сосать. И я уже наедаюсь, у меня желудок сразу же переполняется, и я больше уже не могу есть. На этот раз вы будете наблюдать строительство Афрейма Дотар. Скоро вот Альберт уже начнет сваи делать, и фундамент на сваях. А почему фундамент на сваях? Ну, а фрейм, зачем такой фундамент? Фундамент же не дешевое удовольствие. Половину суммы тогда фундамент займет. В смысле, ты хочешь сказать, ты будешь экономить, что ли? Ну, Милюша, вообще все фрейм строят на своих. Ладно, вот такие говори, Ми уже кешелерге Афрейм тыды баштайбыт, Афрейм тыды баштайбыт, бер ай хүйлейм, блин. Альберт до сих пор не начинает. Но погода не дает же. Когда снег, ну куда тебя загонит, туда технику, блин. Короче, Дотар, скоро у нас начинается стройка, и Алла Берха, я вообще люблю освещать стройку, процесс стройки, потому что это все-таки контент интересный. Вот блогеры, они все равно ищут контент, где бы что интересное снять. Вот Аллаха шукур, что у нас есть стройка. Скажите, пожалуйста, насколько сложно готовить чечевичный суп? Чечевичный суп, он очень изысканный суп. Он суп гурманов, аристократов и людей, которые ценят вкус. Не все его могут приготовить, потому что чечевичный суп надо еще вкладывать всю душу. А если ты не вложил в душу, чечевичный суп не будет чечевичный суп. А какой ужас. Вообще капец какой-то термоядерный. Ужасный. Никто по этому рецепту еще не готовит. Даже его нету в интернете, потому что я придумала этот рецепт сама. Короче, наливаем оливковое масло. Но если у вас нету оливкового масла, можете делать на подсолнечном, на сливочном. Это точно папа? А чё? Тут мяса же много, надо много, значит, масла все равно. Зажариваем сейчас лучок, который капец термоядерный. И натираем на крупной терке морковку. Красный, желтый смешаться интеллигент. Вот смесь чечевицы нашли, из него сейчас будем готовить. Что вы можете сказать по этому поводу? Что это такое? Это басракный лист. Что еще можно? Теперь, короче, мы пожарили же индейку с луком и морковкой. Потом, короче, кладем томатную пасту. Хотя тут во многих рецептах есть, где кладут помидоры. Но без кожуры. Как меня кожура должна отдирать? Это очень сложно, поэтому я решила не заморачиваться и положить томатную пасту. У нас все почти уже готово, мясо тут, и мы туда положим чесночок. Шрапики. И все. О, чеснок все равно такой аромат дает блюдо. Это просто офигеть. И вот так вот сейчас с томатной пастой все перемешаем. И минут где-то 2-3 поджарим, и уже все будет готово. Короче, прикиньте, тут вот такую маленькую кастрюльку, тут где-то 2 литра воды, 1 пачка ушла этого чечевицы. Прикиньте, 1 пачка. И нифига она, как горох, не так уж сильно загустела. Нормально. Итак, короче, вот наш чечевичный суп сварился тут так. Сейчас мы из него сделаем пюре. О боже, мне кажется, он туда не влезет. Что делать? Он еще горячий. Вот это все перемешаем. Бисмилlah рахмани рахим. В блендере. Все. Смузи. Не смузи, а суп-смузи готов. Какой-то странный, да. Мне кажется, он слишком жидкий вышел. А что теперь с ним делать? Ну, все. 100 посуды надо из посратого все. Сейчас опять вот это зальем сюда. Не валяем посратого тоже, честно говоря. И теперь вот так, сюда мы ложим прямо в этот же суп-пюре нашу поджарку с мясом. Ваш крем-суп, Дон Альберто. Что ты нюхаешь? Вкусно очень. Вкусно, полезно. Что не полезно? Не знаю, но короче, полезно и вкусно. Доктор, вот такой вот жиденький, прижиденький суп-пюре. Можно было, конечно, еще мясо через блендер пропустить, но я не стала. Очень прикольный. Даже вкуснее, чем в ресторане Оттаман было. Очень вкусный. Но вы можете через блендер не пропускать. Он просто этот елегантный бешерага, да и все. Мойла, да, украинские пельмени, да. Көріп қалдым да. Сәдекейлер қоза башлады. Свежий. Рахаттанып тұрып достар, мына Альберт
в баньке, кушает мойву, пьет пивко. Как тебе хорошо, как я тебе завидую, Альберт. А я лежу, короче, смотрю на Альберта и слюнями давлюсь прямо. Тоже прям так захотелось мойву с кружечкой холодного пива после баньки. Кстати, после операции вообще спиртные напитки употреблять где-то полгода нельзя, представляете? Может быть, и поэтому у меня даже отеки ушли, потому что я уже сколько не пью пива. 3 недели, месяц почти, представляете? Сейчас люди подумают, что я вообще запойный алкаш была. Поэтому у меня было лицо такое. Некоторые даже, говорю же, подписчики мне написали, что типа у меня лицо как накачанный мячик было. Зато вот натуральный ботокс кончился, жир, да, на лице. И все, пошли морщинки. Имейте в виду, после операции, оказывается, когда худеешь, появляются морщинки. У кого есть бутовка на продажу недорогая, не новая, нам новая не нужна, нам бутовка нужна срочно. А то в Авито заходишь, там все новое продают, а очень дорогие. Мне хоть какую бутовку нужно, для чтобы в ГОЗе там все это саморез заставлять. Напишите, пожалуйста. Куда тебе? А? Альберту Шейхлесламову пишите, не мне. Да. Альберт, когда мне мыл спину сейчас, да, мне, знаете, что говорит такой, говорит, у тебя спина такая маленькая, говорит, стала. Мне, говорит, сейчас легче мыть. А раньше, говорит, большая была, тяжело, говорит, было мыть. Вот так вот. И даже, говорит, вот тут, когда мыл, говорит, там у тебя живот начинался, и я живот даже мыл, говорит, а сейчас живота нету, говорит. Послушаем. Да.